Добрый вечер, 22:00, время новостей на ТР. Вы смотрите «Заман», 9 января, 1412 день аннексии Крыма. В студии Искандер Меметов. А в новом году Украина будет подавать новые резолюции в ООН по аннексированному Крыму. Представитель Украины в этой международной организации Владимир Ельченко рассчитывает на допуск мониторинговой миссии ООН на территорию аннексированного полуострова. Если такое решение будет принято, то, по словам Ельченко, это станет существенным прогрессом, передает «Европейская правда». В предыдущей резолюции по Крыму 19 декабря Генеральная ассамблея ООН признала ситуацию в Крыму оккупацией и международным вооруженным конфликтом. В тексте также осудили автоматическое предоставление крымчанам российского гражданства и негативные последствия для тех, кто отказался от паспортов страны-оккупанта. Я б не хотів зараз розкривати, які там специфіка, яка буде, бо це ще робота, це ще процес. Над цим ми ще працюємо, але якщо вона буде, то це буде десь наприкінці року. Знову ж таки, над чим це знову ситуація з правами людини і деокупація українського півострова. Защитить Ханский дворец в Бахчисарае крымские адвокаты начинают кампанию по защите исторического памятника, который начала демонтировать оккупационная власть. Адвокат Эмиль Курбетдинов заявляет их требование прекратить так называемые реставрационные работы до приезда в Бахчисарай экспертов ЮНЕСКО. По словам юристов, все работы проводят рабочие, не имеющие соответствующего опыта. Как будут защищать культурное наследие? Подробнее в сюжете. Юридическую защиту Бахчисарайского заповедника начинают крымско-татарские адвокаты. Эмиль Курбетдинов отметил, что после получения соответствующих документов правозащитники намерены выйти на уровень международных инстанций. Наша команда адвокатов и юристов намерена начать юридическую кампанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае от необоснованного посягательства на историческое наследие крымских татар, объект культурного наследия. В общем, могу отметить, что в первую очередь мы намерены получить официальные ответы от Российской Федерации в сложившейся ситуации. Тем временем общественность начала протест против уничтожения Бахчисарайского ханского дворца под видом его реставрации. В сети интернет-пользователи настаивают на прекращении работ на территории бывшей резиденции крымских ханов. Очень просим, пожалуйста, выскажите свой протест по поводу уничтожения Бахчисарайского ханского дворца под видом его реставрации на страничке «Бахчисарайский историко-культурный заповедник». Крымские активисты просят пользователей социальных сетей оставить жалобу на работу российских реставраторов на странице Ханского дворца в Facebook. Они требуют прекращения работ до приезда в Бахчисарай экспертов ЮНЕСКО. Нам важен даже тот факт, куда были вывезены демонтированные строительные материалы и земля, какие фирмы выступают подрядчиками и кто инициировал и согласовал этот демонтаж. Бывший директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова уверяет, Ханский дворец – это единственное, что осталось у крымских татар. И если они потеряют его подлинность, это может уничтожить историю коренного народа Крыма. Если мы будем действовать и те, кто находится непосредственно в Крыму, будут совершать подобные шаги предпринимать к сохранению этого объекта. И то, что будет делаться вне Крыма, я думаю, что это может привести, я очень надеюсь, к тому, что главный корпус будет сохранен. Министерство культуры Украины обвиняет российские оккупационные власти Крыма в разрушении главного корпуса Ханского дворца. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ця комісія поїде туди, зокрема в Ханський палац. Бо там просто на виході ситуація, коли, мовляв, Російська Федерація представляє, що йдуть ремонти, ви що ж, ми ж хочемо, мовляв, зберегти, ми хочемо от вам скоро взагалі оновлений палац відкрити. З чим? З бетонними металевими перекриттями. Активисты уверяют, пока попасть на территорию реставрации Ханского дворца почти невозможно. Там дежурит охрана. Поэтому проверить ход выполнения работ довольно трудно, уверяет крымский общественный деятель Эдем Дудаков. Это требование ЮНЕСКО нужно сейчас притворить в жизнь и принять в первую очередь постановление правительства, которое бы повысило бы статус Ханского дворца. И тогда можно будет апеллировать более высокие инстанции. Поэтому нужно использовать все каналы, которые, может быть, дипломатические каналы, как я сейчас говорю, и в первую очередь это повысить статус.
Подконтрольные Кремлю власти отвечают, что Ханский дворец якобы будет восстановлен в первоначальном виде. И добавили, когда завершат работы, пригласят представителей Минкульта Украины, так сказать, на экскурсию. По данным украинского ведомства, во время так называемых реставрационных работ была повреждена роспись XVIII века, а на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка. Все из-за отсутствия опыта работников, которые взялись обновлять культурное наследие. Маргарита Потапова, Заман, АТР. Петр Михайличевский, который был министром здравоохранения в оккупированном правительстве аннексированного Крыма, будет обжаловать решение суда о содержании его под стражей. Как известно, накануне Херсонский суд арестовал его на время следствия до 5 февраля. Так называемому экс-чиновнику вменяют государственную измену. В прокуратуре Автономной Республики Крым считают, он способствовал в организации незаконного референдума в Криму в марте 2014 года. Михайличевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Министром здравоохранения оккупированного Крыма Петр Михайличевский стал сразу после аннексии, в марте 2014 года. На этой должности он пробыл всего несколько месяцев. Уже в июне СМИ оккупированного полуострова сообщили: команду так называемого министерства местные правоохранители подозревают в коррупции и предложили Михайличевскому добровольно уйти с должности, что он и сделал. За украинский Крым и прекращение войны в Украине, Грузии и Сирии. Совместную акцию «Флешмоб» параллельно провели активисты в Москве и Чикаго. Подробнее об акции в сюжете моих коллег. На улице Москвы активисты вышли с плакатами «Остановите войну в Сирии, Украине и Грузии», а также террористы не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля. Это российские оппозиционеры, которые регулярно выходят на пикеты и митинги с требованиями освободить политзаключенных, прекратить российскую агрессию в Украине и вернуть Крым. Одна из активисток, Вера Лаврешина, не впервые выходит в Москве на проукраинские митинги и неоднократно преследовалась силовиками, а также была оштрафована судом за оппозиционную деятельность. Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами, будут все время воевать. А они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. Спасибо. А в Чикаго участники акции выступили с призывом «Россия вон из Крыма», а также с плакатами и требованиями прекратить войну в Сирии. Я тут со своими друзьями из Чикаго. Это второй день гнева из-за Сирии. Я хочу высказать свое возмущение по поводу зверств, которые совершает режим Асада, а также режимы Ирака и России. Они бомбят школы, госпитали и мирных жителей. Это варварство, и я его осуждаю. К акции в Фейсбуке людей призывали сфотографироваться с плакатами «Стоп войне в Сирии» и разместить эти фотографии на своей странице, чтобы привлечь внимание мира. Виктория Аблязова, Заман, АТР. Неравнодушные мусульмане Турции продолжают участвовать в Крымском марафоне. Общественной инициативе, в рамках которой собирают деньги монетами для оплаты штрафов, наложенных на общественных активистов в оккупированном Крыму. На этот раз деньги собирают для оштрафованных за участие в одиночных пикетах, которые прошли 14 октября прошлого года. Фотографии мусульман Турции распространили на фейсбук-странице Крымской солидарности. Инициативу под названием «Крымский марафон» участники Крымской солидарности начали летом прошлого года. Также акция поддерживает семьи политзаключенных на оккупированном полуострове.
Президент Петр Порошенко подписал очередной закон про Крым и Донбасс. Речь идет о выдаче временных разрешений на вещание в зоне проведения АТО для оккупированного полуострова и Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также приграничных районов Украины, где транслируются телерадиопрограммы страны-агрессора. Соответствующее сообщение обнародовали на сайте администрации президента. После начала российской агрессии в Украине, в том числе и в оккупированном Крыму, Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ей территориях. Частично восстановить вещание на Крым удалось благодаря новой телерадиовышке. Ее открыли в марте прошлого года в Херсонской области. В Надсовете по вопросам телевидения сообщили, что украинское радиовещание с вышки достигает Судака. 2 месяца ареста без права внесения залога. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве киевского адвоката Ирины Ноздровской. Это решение вынес Вышгородский районный суд Киевской области. Клопотання задовольнити застосувати до підозрюваного Сашанського Юрія Вікторовича, 6.5.1954 року народження, зарубіжної дати волі тримання під вартою державної установи Київського слідчого ізолятора Міністерства юстиції України на срок 60 днів. Подозреваемый в убийстве Ноздровской Юрий Рассашанский на суде заявил, что не согласен с мерой пресечения, но добавил, что подозрение признает. Подозрением согласен. Тримание без вартою нет. Переживаю за свою семью, за жену, за детей, за внуков. Они переживают за меня. Также я имел возможность слышать угрозы в свой адрес, в адрес моей семьи. Ирина Ноздровская последние несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы. В ее смерти обвинили и приговорили к 7 годам тюрьмы Дмитрия Рассашанского, сына Юрия Рассашанского, которого сегодня арестовали. Тело Ноздровской с многочисленными ножевыми ранениями нашли 1 января в реке Села, где проживала адвокат. Пропала она еще 29 декабря. Ирину Ноздровскую похоронили сегодня в ее родном селе Демидов под Киевом. Европейский суд по правам человека предложил России выплатить Ильдару Дадину многотысячную компенсацию. Российские власти должны признать, что в отношении него было нарушено право не подвергаться пыткам. Как известно, Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015-го суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Приговор активисту отменил Верховный суд. Решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Он вышел на свободу в феврале прошлого года. В Польше уволили министра украинофоба Витальда Ващиковского. Это произошло в рамках масштабных кадровых изменений в правительстве. Вместо него внешнеполитическое ведомство страны возглавил его заместитель Яцек Чапутович. Он заявил, что продолжит внешнюю политику своего предшественника, направленную на тесное региональное сотрудничество. Первой страной, которую посетит новый глава МИД, станет Болгария, которая сейчас председательствует в ЕС. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил своего нового коллегу и написал в Твиттер, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой главой внешнеполитического ведомства Польши. Между тем, украинские эксперты называют бывшего начальника и предшественника Яцека Чапутовича Витальда Ващиковского одним из худших министров иностранных дел Польши. Он известен антиукраинскими заявлениями, в частности о том, что Польша никогда не оккупировала Украину, требованием к украинцам отказаться от культа Бандеры и анонсированием черных списков нежелательных для Польши украинцев. ЦРУ и ФБР проводят совместную спецоперацию против Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. В частности, речь идет о деле против топ-менеджера турецкого банка Халкбанк. Это дело он назвал попыткой политического переворота. По словам Эрдогана, ЦРУ, ФБР и проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в организации попытки переворота летом 2016-го, используют это дело против Анкары. Об этом турецкий президент заявил во время выступления в парламенте. На прошлой неделе суд присяжных в США признал исполнительного директора одного из крупнейших государственных турецких банков Халкбанк виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции Соединенных Штатов Америки. ФБР и ЦРУ давят на топ-менеджера нашего Халкбанка. Но это давление недопустимо. Турецкая республика – это вам не племя малоразвитых. В
хиджабе на стадион. Уже в эту пятницу женщин в Саудовской Аравии впервые пустят на футбольный матч. В стране вступает в силу новый закон. Согласно ему, женщины-болельщицы теперь смогут ходить на футбол. Сейчас соответствующее разрешение получили только 3 арены в столице Эр-Рияде и в городах Джидда и Даммам. Женщины смогут болеть только в определенных секторах стадионов. В сентябре им разрешили посетить футбольный матч в столице, но еще не по новому закону, а в качестве исключения во время празднования Национального дня единства королевства. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем завтра в 8 утра в первом же выпуске «Заман». Будьте с нами.